Смотрите в этом выпуске. Подготовка к работе прииска Ирилях идет полным ходом. Уже начались промывочные работы оборудования. День борьбы с болезнью Паркинсона отмечается сегодня во всем мире. О том, как распознать недуг, смотрите в специальном сюжете из Петербурга. Ранее нигде не опубликованные фотографии Юрия Гагарина в Якутии. В честь Дня космонавтики в столице представили фотовыставку «Первый гражданин Вселенной». Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Пьяный водитель вез в школу свою дочь и попал в ДТП. Только благодаря ремням безопасности мужчине и девушке удалось избежать летального исхода. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи, осмотрев водителя и 17-летнюю пассажирку, выявила у них различные ушибы. Медики назначили амбулаторное лечение. Проведенное же освидетельствование в кабине врача-нарколога установило, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Причиной аварии и травм становится не только халатное отношение водителей, но и гололед. Ушибы, переломы, сотрясения. С приходом весны в разы увеличивается число обращений в травмпункты. О проблемах межсезонья расскажет Светлана Поцелуева. Как с грустной иронией шутит Веснери, у нас 3 состояния погоды – мороз, грязь и пыль. Но существует и межсезонье. Это когда днем пригревает солнышко и снег подтаивает, а ночью снова замерзает. Ходить по такому обледеневшему тротуару порой даже небезопасно. Нечаянно наступил, скользкая дорога и не смог пройти. Дороги скользкие, по тротуару невозможно ходить. С дорог вся вода стекается на тротуары, никогда не чистится. Тоже меры нужно принимать. Очень скользко. Еще недельку, да? Да, недельку пусть походит, а потом, значит, сможете смело, значит, снимать. Травмы много. В основном это у нас переломы наружной лодыжки, переломы голени и двухлодыжечные переломы. Есть, значит, вывихи плеча. Если центральные улицы с активным движением высыхают довольно быстро, то тротуары, придомовые территории и переулки просто превращаются в каток. Вообще невозможно ходить. Нас по Нере только ползать. Просто с больными еще пожилые люди, с больными ногами, детки, которые, мамы с колясками, маленькие детишки, которые бегут, все падают. Никому никакого дела. Администрация муниципального образования поселка Уснера объявляется двухмесячным по санитарной очистке территории поселка Уснера, где в том числе будут предусмотрены мероприятия по удалению наледей и посыпка мест переходов. Понятно даже школьнику. Скользкие перекрестки нужно подсыпать. Снег на тротуарах нужно убирать вовремя. А если этого не сделали, остается только надеяться, что все поскорее растает. И наступит следующий период – грязь. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Алроса проведет во Владивостоке аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой более 10 каратов. На торгах, которые пройдут с 16 по 27 апреля, будет представлено 110 камней ювелирного качества общей массой почти 2000 каратов. Отметим, что Владивосток является важной торговой площадкой для Алроса, ориентированной в том числе на развитие сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Ассортимент будет состоять из алмазов, добытых на предприятиях Алроса, Алроса-Нюрба, Алмаза Анабара и Север Алмаз. Принять участие в аукционе смогут около 80 фирм из таких стран, как Гонконг, Россия, Израиль, Индия и других. На прошлой неделе на прииске Ирилях начался промывочный сезон. Всю зиму проходил текущий и капитальный ремонт фабрики. Заменили и покрасили обогатительное оборудование. Сейчас же закончились ледоуборочные работы и драги приступили к промывке. Подробности в материале Анны Винокуровой. Когда мирнинцы только-только встречали первые теплые дни этой весны, здесь уже вовсю кипела работа. Для обогатителей прииски Ирилях каждый час на счету. Алмазодобывающие драги спешат вначале освободить от ледяного плена. К этому приступили еще в марте. То есть это выемка льда с котлована дражного разреза. На сегодняшний день было вынуто 6000 кубометров льда. Промывочный сезон на прииске начинается с апреля, но и зимой работа здесь не останавливается.
Это единственное время года, когда обогатительные комплексы можно остановить. За это время ремонтным службам нужно успеть проверить, отремонтировать и заменить оборудование драк. Когда не сезон, ремонт оборудования, вот разбираются все агрегаты, все заново, сальники, подшипники, все заново делается, чтобы потом работать нормально в сезоне. Начало сезона с первых чисел апреля считается ранним сроком для промывки. Все потому, что нынче 2 драги переместят в соседние котлованы. В это время промывать алмазоносные пески они не будут. Чтобы не отстать от плана, к работе на Ерелях и в этом году приступили раньше обычного. Это будет где-то на месяц, драга приостановлена, потому что необходимо завальцевать дамбу, потом набрать воды в котловане в новом, чтобы пройти. А алмазодобычу сейчас нас никто не снимает, поэтому необходимо будет, поэтому возникла необходимость о работе с 1 числа. Сейчас плавучие фабрики уже в работе. Обогатители стараются использовать все максимально эффективно. Ведь каждый день здесь приносит новые добытые алмазы. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Работники торговли трудятся на благо Якутии. Местная продукция должна занимать 50% товаров на прилавках магазинов. В Якутске стартовал первый республиканский форум работников торговли и общественного питания. В течение 2 дней участники форума обсудят перспективы развития розничной торговли, регулирование оборота алкогольной продукции, контроль за теневым бизнесом и другие наиболее актуальные проблемы. Сегодня проводят работу по созданию товарного знака проекта «Сделано в Якутии». Также разрабатывают законопроект о качестве безопасности пищевой продукции. В рамках которых мы хотим разработать национальные стандарты питания. И будем эти национальные стандарты питания внедрять в меню школьных и дошкольных учреждений. Сфера социального питания у нас на сегодняшний день законодательно не регулируется. И нету определенных нормативов, которые бы привели к каким-то общим стандартам. На этой неделе весь мир отметил День борьбы с болезнью Паркинсона. Это хроническое заболевание нервной системы, при котором человек теряет контроль над своим движением. И о том, как распознать недуг, расскажет Айсена Бурнашова. Болезнь носит имя английского врача и исследователя Джеймса Паркинсона. Именно он 2 столетия назад описал это заболевание. Недуг развивается относительно медленно, но имеет склонность к прогрессированию. В мире болезнь является довольно распространенной. 4% населения страдают от проявлений паркинсонизма. В России заболевание есть примерно у 220 тысяч человек, но до сих пор в стране не существует единого реестра. Чаще всего первые симптомы заболевания проявляются в 55-60 лет. Однако болезнь развивается. И, как отмечают специалисты, мужчины болеют чаще, чем женщины. Увеличивается количество именно молодых пациентов с болезнью Паркинсона. И увеличивается также количество пациентов с так называемый винильным паркинсонизмом, то есть с паркинсонизмом, который развивается в достаточно раннем возрасте. К сожалению, эта болезнь не излечивается, но лечить это заболевание возможно. Методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить состояние больных и замедлить развитие болезни. Причин у заболевания множество. Это и наследственность, и возрастные изменения, и даже влияние окружающей среды. Ясно одно – никто не застрахован от этой болезни. Основные симптомы заболевания – это дрожание, напряженность мышц и замедленность движений. Состояние ваше, оно больше стабильное или хуже, или лучше, или как? Начал, много начал дрожать. Больше стали дрожать. При появлении первых симптомов необходимо срочно обратиться к неврологу. Часто больные путают признаки Паркинсона с другими болезнями – артрозом и остеохондрозом, а то и вовсе с депрессией. Нужно вовремя четко продифференцировать эту болезнь и уже начинать на нее влиять. То есть не заниматься лечением гипотетических проблем, связанных с сосудами, а заниматься именно лечением болезни Паркинсона. Помните, что только врач может подобрать лечение. Болезнь Паркинсона неизлечима, но ее всегда можно затормозить благодаря раннему распознаванию недуга. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.
У якутян появилась уникальная возможность увидеть ранее нигде не опубликованные фотографии Юрия Гагарина. Сегодня, в День космонавтики, в историческом зале Национальной библиотеки представлена фотовыставка «Первый гражданин Вселенной». В частной коллекции Алексея Иванова оказались негативы и фотографии именитого космонавта. Также на выставке представлены издания, посвященные первому космонавту, и последнее интервью Гагарина на страницах журнала «Огонек», опубликованном ровно 50 лет назад. К нам подошел молодой человек, житель города Якутска, Алексей Иванов. Он любезно предоставил из своей, можно сказать, маленькой коллекции фотографии Юрия Гагарина. Мы удивились, поискали в интернете, там ничего не оказалось, вот таких, которые фотографии он нам принес. Оказалось, что это очень эксклюзивные фотографии. А на этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и до встречи на Якутия 24.